Города, как и люди, имеют свое настроение. Осенний Владикавказ особенно красив и уютен. На узких тенистых улочках как будто замер дух прошлого. Здесь пахнет старым городом, теплым, уютным, родным. Здесь особая атмосфера. Она уносит в воспоминания, когда все было иначе, мягче, легче и искренней. Владикавказ богат интересными историями, людьми и судьбами. Сегодня гид по Владикавказу Индира Канукова приглашает в телепутешествие и расскажет о местах города, связанных с Коста. Коста Хитагуров – яркая, многогранная личность. Он известен не только как поэт и художник, но как оформитель театральных постановок, в частности, в Русском театре, возле которого мы сейчас находимся. Сохранились воспоминания Махарбека Туганова о занавесе, который расписывал Коста Хитагуров для Русского театра. Она была сделана под белый шелк с золотыми кистями, и по центру ее были изображены древнегреческие маски. Несмотря на то, что на тот момент в театре не было электрического освещения, которое мы имеем сегодня, но все равно эта занавесь даже при керосиновом освещении была просто шикарной. И долгое время о ней еще вспоминали в своих публикациях очень многие известные люди того самого времени. К сожалению, судьба занавеси остается неизвестной. Но еще один момент связан с этим театром. Дело в том, что Коста хоть и расписывал очень многие декорации для Русского театра, но, к сожалению, на этом он не зарабатывал. И более того, иногда он являлся предметом насмешек во многих критических статьях его современников. И более того, за свою работу порою он не получал ни копейки. Коста Хитагурову принадлежит особое место в истории Осетии. За короткий период жизни он создал осетинское художественное слово, стал основоположником национальной литературы и литературного языка, первым художником, драматургом, публицистом, прекрасным этнографом. Коста оставил богатое эпистолярное наследие, в основу которого легли личные и публицистические письма. Вернувшись из Санкт-Петербурга, где Коста Хитагуров так и не смог закончить свое обучение, он вынужден был зарабатывать, беря различные заказы. Иногда он выходил сюда, на набережную, для того, чтобы делать эскизы. Коста Хитагуров пишет Анне письмо. Анна получает это письмо, но первая ее реакция после того, как она его прочла, это схватить ножницы и разрезать его на мелкие части. Она его изрезала, но она его не выбросила. В этом письме Коста признавался в большой любви Анне Поповой, и для нее это была большая дерзость, что какой-то неизвестный ей молодой человек осмелился высказать свои чувства настолько прямо в этом самом письме. Это письмо хранится сейчас в Юго-Остинском национальном музее.
Очень многие знакомые Коста отказывали ему помочь в знакомстве с Анной Поповой, потому что понимали разницу в происхождении Коста и Анны. Анна была дочерью зажиточного дворянина, и дом, возле которого мы сейчас стоим, по сей день сохранился во Владикавказе. Двухэтажный особняк, один из красивейших домов нашего города. В конце концов, Коста пишет стихотворение, которое посвящает Анне Поповой. Образ Анны стал источником вдохновения Коста и как художника. Анна послужила моделью при создании картин «Скорбящий ангел» и «Святая Нина», заказанной Коста женским учебным заведением Святой Нины в Тифлисе. Коста подолгу сидел на этом камне в ожидании, когда Анна будет возвращаться из гимназии. Под шум терека и разглядывая тогда еще одноэтажный Владикавказ и Большой Кавказский хребет, Коста мечтал о большом семейном счастье. Но, к сожалению, этим мечтам так и не удалось сбыться. Поэт не обретет семейного счастья, но осетинская поэзия получит бессмертные стихи о неразделенном чувстве. В стихотворении Коста красавице Анне Поповой, не разделившей чувства поэта, которое называется «Посвящение», первые буквы строчек складываются в акростих. «Аня, иди за мной». Ах, с каким безграничным восторгом, дитя, на руках из мишурного света я унес бы далеко-далеко тебя и любил бы любовью поэта. Детский слух услаждал бы я лирой своей, и под звуки ее безмятежно засыпала б ты сладко на груди моей, а я пел бы, баюкал бы нежно. Много, много сложил бы я песен тогда на чарующем лоне природы, о восторгах любви, наслаждениях труда и о светлом блаженстве свободы. Сейчас мы с вами находимся в библиотеке имени Гайтога Зданова, где когда-то в XIX веке располагался коммерческий клуб. Именно в этом коммерческом клубе прошла первая выставка Коста Хитагурова. Причем эта первая выставка была не только во Владикавказе, но и в Терской области. На этой выставке Коста представил свою картину «Святая равноапостольная Нина». Работу эту он написал в том же самом году, когда проходила выставка, 1887 год. И работа эта была написана по заказу женской школы в Тифлисе. Работу эту Коста написал по заказу Тифлисской женской школы Святой Нины, где эта картина хранилась долгое время. К сожалению, на данный момент картина является утерянной, следы ее пропали. Сестра рецензента Коста Хитагурова Пора Джоева, Ольга, училась как раз в этой самой школе в Тифлисе, и по ее воспоминаниям вот эта картина висела прямо напротив входа в женскую школу, и она всегда с большой гордостью рассказывала своим одноклассницам о том, что эта картина как раз-таки принадлежит перу осетина Коста Ливановича Хитагурова. Вслед за Коста о тяжелой жизни осетинского народа, о нравах и быте писал в том числе и Сека Гадиев, знаменитый осетинский писатель. В частности, его бессмертное произведение «Азау Таймураз», которое повествовало о любви двух молодых людей, но которое можно, наверное, сравнить с любовью двух более известных – Ромео и Джульетты. В конце 80-х годов 19-го столетия Коста Хитагуров получает заказ написать портрет Александра III. Но, к сожалению, комната, которую он на тот момент снимал, не позволяла ему сделать это, потому что портрет должен был быть в полный рост. И тогда отец Сухиев, родственник его мачехи, попросил своего знакомого Александра Цаликова предоставить ему помещение для просторной мастерской. Таким образом, Коста примерно на 2 года переселился в дом Цаликова, где он как раз и познакомился с дочерью, с младшей дочерью Александра Анной. Коста начал писать портрет Анны, и подарил этот портрет он на ее день рождения. Анна в этот момент проявила все свое кокетство и сказала, что платье на ее портрете ей не нравится. Коста забрал портрет, перерисовал платье и преподнес его заново. Вообще надо сказать, что этот портрет имел для него очень важное значение, потому что, как пишут биографы, он долгое время висел у него в комнате рядом с портретом его собственной матери.
К сожалению, ни одна из этих Ан, двух возлюбленных Коста Хитагурова, так и не обрела женского счастья. Анна Цаликова скончалась в 1914 году, так и не выйдя замуж. Она не выдержала операцию на почках. А Анна Попова, переехав в Тифлис, скончалась в 1940 году. Она прожила довольно долгую жизнь, но женского счастья она точно так же не обрела. Душевное состояние Коста ухудшилось после второй несправедливой ссылки, но нужно было как-то возвращаться к жизни. Коста продает участок земли, доставшийся ему от отца в наследство, и решается начать строительство дома. Возле этого дома мы сейчас находимся. Но в 1903 году Коста сватается к Лёле Хурумовой, дочери своего близкого друга Йорама Хурумова. Но даже этому счастью так и не удалось сбыться. Разница в возрасте между Коста и Лёлей была более 20 лет. Лёля очень часто слышала упреки в свой адрес, почему она решила выйти замуж за довольно-таки уже престарелого по тем временам Коста. Но Лёля всегда отвечала одну и ту же неизменную фразу: «Зато это Коста Хитагуров». На обручение Коста подарил Лёле золотые часы, обручальное кольцо и браслет по воспоминаниям ее двоюродной сестры. Но даже этому счастью не суждено было сбыться. Летом того же года состояние Коста значительно ухудшилось. Сначала его забрали родственники во Владикавказе, а позже они увезли его в Лабо, к двоюродному брату его отца. Как только у Коста наступила ремиссия, он сразу же возвращается во Владикавказ. Но это продолжилось недолго. Вновь ухудшение его состояния. Садулла Джанаев, родственник Коста, вынужден был вызвать из Санкт-Петербурга Ольгу, которая находилась в этот момент там. Она закончила обучение, она закончила курсы машинисток и довольно-таки успешно по тем временам работала в Санкт-Петербурге. Ольга приезжает сюда, во Владикавказ. Она сначала хотела забрать Коста в Петербург для того, чтобы показать его столичным врачам. Но здесь, во Владикавказе, ей уже дали понять, что болезнь Коста неизлечима. Тогда она повезла его одному из врачей в Пятигорск, и он подтвердил этот диагноз. Решение было принято. Она забирает Коста, увозит его в отцовский дом в Лабо. Лёля Хурумова так и не дождалась свадьбы. Она очень тяжело переживала болезнь Коста, но, к сожалению, обострилось ее собственное заболевание, и вскоре она умирает от туберкулеза. Что касается этого дома, то Коста Хитагуров делал очень большие планы относительно него. Он писал одному из своих друзей, что во дворе посадит деревья, фруктовый сад разобьет, посадит там виноградники, посадит яблоню, грушу, сделает очень красивый сад из сирени, но, к сожалению, все это так и не получилось осуществить. Вскоре дом Коста Хитагурова, недостроенный им, был продан Садуллой Джанаевым за 3000 рублей. На данный момент дом является жилым, и хозяева этого дома установили здесь несколько лет назад памятную мемориальную табличку о том, что этот дом по сути своей стал именно домом мечты Коста Хитагурова, но Коста здесь так и не прожил ни одного дня. Владикавказ полон красивых мест и интересных историй. Сейчас мы с вами находимся в одном из старинных особняков нашего города, в котором расположился дом-музей Коста Ливановича Хитагурова. Мы стоим рядом с удивительной картиной. Эта картина, по сути, предопределила судьбу маленького Махрбека Туганова. Однажды в доме Ибрагима Шанаева он увидел, как Коста Ливанович Хитагуров пишет эту картину. На ней были изображены два мальчика-осетина и косматая собака. Именно после этой первой встречи с Коста Хитагуровым Махрбек Туганов для себя решил, что он станет художником. Почему же особняк Михайловых стал домом-музеем Коста? Потому что он 2 года снимал здесь 2 комнаты
В сентябре 1902 года в газете «Казбек» появилась заметка о том, что из открытого окна комнаты, которую снимал Костахи Тагуров, кто-то неизвестный украл ящик с масляными красками. Эти краски когда-то Коста подарил известный художник Верещагин. Самая известная его картина «Апофеоз войны» до сих пор остается очень и очень актуальной. В Северной Осетии большое количество памятников, которые посвящены Костахи Тагурову. Но наибольшие споры в народе вызвал именно памятник, поставленный скульптором Владимиром Соскиевым. По мнению некоторых жителей Северной Осетии, этот памятник не совсем отражает мощь, глубину личности и таланта Костахи Тагурова. Но, наверное, гений Соскиева, скульптора этого произведения, имеет право высказать свое собственное мнение. Состояние Коста с каждым днем ухудшалось. Он находился уже длительное время в селении Лаба, в доме своего отца. За ним присматривала его сводная сестра Ольга. Незадолго до его кончины в Лаба приехали представители остинской интеллигенции: Бабуз Ангиев, Цоцко Амбалов, Чебахан Басиев. Но, к сожалению, на тот момент Коста уже никого практически не узнавал. Когда Ольга наконец-то смогла объяснить Коста, кто к нему приехал, что это его друзья, Коста произнес единственную фразу, которая в буквальном смысле была тогда, в то время, у него на устах. «Каразиуаржгая сарут певшмарта». 19 марта по старому стилю в 5 часов вечера Коста умер. Он умер на руках у своей сестры Ольги и в присутствии двух близких его родственников. Через 2 дня его похоронили в ограде сельской церкви, рядом с могилой его отца. О смерти Коста на родине узнали благодаря Садулла Джанаеву, близкому родственнику Коста. И тогда остинская интеллигенция приняла решение перезахоронить Коста на родине. Цоцко Амбалов и Бабуз Ангиев обратились к Александру Цаликову с просьбой помочь в перезахоронении Костахи Тагурова на родине. Но на тот момент Гапо Баев выступил категорически против этой идеи, сославшись на политические причины и в том числе на финансовые. И тогда Александр Кубалов буквально за 2 часа собрал достаточную сумму денег, примерно в 470 рублей. По тем временам это была немаленькая сумма. Цоцко Амбалов, объясняя свои причины желания перезахоронить Коста на родине, говорил о том, что «Адам налхудинаджи жарджите факанзышты». Уладив все политические и финансовые проблемы, делегация Северной Осетии отправилась в Лаба, но там они столкнулись с другой проблемой. Родственники отказывались давать разрешение на перезахоронение Коста. Переговоры шли примерно 2 дня, и после этого тело Коста было эксгумировано. Как пишет в своих воспоминаниях Ольга, его сводная сестра, оно практически не изменилось. Но делегация из Северной Осетии привезла с собой цинковый гроб. И предположительно они хотели переложить гроб Коста именно в цинковый. Однако по размеру он не подошел. Тело Коста достали из того гроба, в котором его похоронили, и переложили в цинковый. Когда сюда было доставлено во Владикавказ тело Коста, на вокзале, на площади перед ним уже стояла огромная толпа народа. Это были представители абсолютно разных сословий. Это были представители интеллигенции, школьники, гимназисты, это были женщины, это были мужчины, это была молодежь, представители абсолютно разных национальностей. И несмотря на то, что на тот момент уже, как писала Ольга Джанаева, траурная колесница стояла возле вокзала в ожидании гроба Коста, но его понесли сюда, в пантеон Остинской церкви, или как она называется, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на руках. Иногда его несли прямо на головах. Все хотели прикоснуться к гробу Коста, попрощаться с ним. И когда траурная процессия шла от железнодорожного вокзала сюда, в пантеон Остинской церкви, все конфессии, которые на тот момент были представлены во Владикавказе, отпевали Коста по-своему. Они отдавали таким образом дань уважения великому человеку, которого признали только, к сожалению, после его смерти. Ольга писала потом в своих воспоминаниях о том, что похороны затянулись практически до позднего вечера. И, кстати, по обычаю здесь же, на кладбище, был проведен обряд посвящения коня умершего, то, что по-остински называется бахфалдин.
Гришин. Егор Шошиев принес богатую парчевую накидку. Было около 20 венков. Отцуцко Амбалов до конца своих дней носил траур по куста. Он не брил свою бороду и сменил свою коричневую черкеску на черную. Когда умирал последний мужчина, представитель того или иного дома, старшая женщина снимала надочажную цепь и вешала ее себе на шею, тем самым показывая для присутствующих на этих похоронах, что умер последний мужчина их дома. Ровно та же самая ситуация была и во время похорон Куста. Так и не женившись, не оставив после себя наследников, его сводная сестра Ольга сняла надочажную цепь и повесила ее на похоронах себе на шею, тем самым показывая всем присутствующим, что именно на Куста их род закончился. Этот факт запечатлен на фотографии с похорон Куста в Лабе, и фотография эта представлена в доме-музее Куста на Бутырина. Творчество Куста является настоящей сокровищницей мировой культуры. И хотелось бы пожелать, чтобы его стихотворения, чтобы его письма, его живопись всегда были интересны абсолютно всем школьникам, взрослым, не только жителям Осетии, но всего мира. Что на ваша уже